В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме в Алекминске. 30% от плана в Заречные и центральные районы, которые наиболее пострадали от засухи, завозят корм для скота. Минпросвещение изменило правила приема детей в школы. Подробности расскажем в этом выпуске. Свыше 900 тысяч тестов на коронавирус сделали в Якутии с начала пандемии. Об этом сообщила замруководителя оперштаба в регионе Ольга Балабкина. За минувшие сутки в Якутии выявили 146 новых случаев заражения COVID-19. В Якутске заболели 45 человек, в Мирнинском районе 25 случаев, в Алданском 16, в Мегино-Кангаласском 9, в Татинском 7. В Жиганском и Усть-Алданском районах выявили по 6 заболевших. В Нижнеколымском районе 5 случаев. Еще в 11 районах зафиксировали от 1 до 4 заражений COVID-19. В частности, Ольга Балабкина прокомментировала эпидситуацию в Ивено-Бытантайском районе. Так, ситуация, которая возникла в Ивено-Бытантайском Улусе, говорит о том, что в небольшой населенный пункт приехали, соответственно, студенты, которые должны были быть отслежены для того, чтобы в том числе принять меры для самоизоляции. Тем не менее, в результате их приезда возникла ситуация, которая повлекла и распространение коронавируса в одном из отдаленных населенных пунктов Ивено-Бытантайского улуса. Эти ситуации показывают еще раз тот факт, что от глав муниципальных образований, руководителей оперативных штабов зависит текущая ситуация санитарно-эпидемиологическая на территории республики. Причины пожара в жилом деревянном доме в Алекминске выясняет прокуратура. Напомним, происшествие произошло минувшей ночью. На момент прибытия пожарных второй этаж здания горел открытым огнем. Пламя тушили 5 единиц техники и 18 человек личного состава противопожарной службы Якутии. Подробности у Ульяны Шагиной. Пожар в деревянной двухэтажке по улице Кузьмина, 11 в Алекминске случился поздней ночью. 30-квартирный дом начал гореть со 2-го этажа. До прибытия пожарного подразделения все жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Сейчас причины пожара выясняет прокуратура. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади. Предварительно пострадало несколько человек, погибших нет. На место происшествия выехал прокурор Алекминского района. Причина пожара устанавливается. Всего в доме проживало 50 человек, из них 38 взрослых и 12 детей. Большая часть погорельцев размещена по родственникам. По оставшимся 5 было принято решение о временном их размещении в общежитии Алекминского техникума. В районной администрации во второй половине дня состоялось экстренное совещание с погорельцами и заинтересованными лицами, кто смог бы оказать помощь пострадавшим. На базе Дома культуры «Гармонии» организовали сбор продуктов питания и одежды. Помощь будет оказана жителями города Алекминска. Плюс вышли с призывом предпринимателям о показании горячего и продуктов питания, и горячего питания. Организован тоже сбор вещей на базе, еще раз повторюсь, ДК «Гармония». Сейчас в администрации составляются точные списки всех погорельцев и размер причиненного пожаром ущерба. В администрации города заверили, что люди не останутся один на один со своей бедой. Уже решаются вопросы восстановления части дома в течение ближайших 2 недель, а также варианты предоставления квартир оставшимся погорельцам. Председатель правительства Андрей Тарасенко принял участие в молебне в реставрируемом старинном храме в Кангаласском районе. Николаевская церковь расположена в селе Кердем. Ее построили в конце 19 века. В последние годы церковь простаивала и пришла в аварийное состояние. С лета прошлого года началось ее восстановление. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. О том, что Николаевскую церковь, имеющую статус объект культурного наследия регионального значения, будут реставрировать, стало известно в начале 2020 года. Из федерального бюджета выделили сумму в размере 30 миллионов рублей. Это первые фактически такой крупные реставрационные работы, которые проводятся в нашей республике за счет федеральных средств. И эти федеральные средства были выделены в рамках празднования столетнего юбилея Якутской ССР. Первый этап восстановительных работ стартовал летом прошлого года. Вначале здание полностью демонтировали, затем укрепили фундамент и при обратной сборке заменили прогнившие бревна на новые.
Ну, второй этап уже стартует где-то в марте месяце и закончится по осени, в сентябре. Работы остались поставить купола и инженерная инфраструктура. Уникальный памятник церковного зодчества решил посетить в рамках рабочей поездки в Хангаласский Улус председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Внутри еще не до конца отреставрированной церкви он принял участие в молебне, который провел благочинный Покровского округа иеромонах Фаддей. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сейчас буду еще в «Газпроме», переговорю, чтобы оказали помощь. Попрошу их, потому что нужно закончить, чтобы красивый был действительно к столетию у нас такой. Ну и сюда попрошу тоже у него небольшой заказать иконостасик, чтобы чувствовали себя тоже здесь красиво и было помолиться, можно было сходить. Далее Андрей Тарасенко выехал в Актемский наслед, где осмотрел строящиеся образовательные объекты. Учебный корпус и интернат Малой академии наук в селе Чапаево и школу-сад в селе Актемцы. Тепло все есть, уже ставят плитки. Третий этаж почти плитками весь сделан. Пол будем делать скоро. Здание учебного корпуса на 150 мест и интерната на 100 мест Малой академии наук на стадии завершения. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Тем временем строительство школы-сада на 220 и 100 мест должны завершить до сентября, чтобы новый учебный год для школьников и дошкольников села Актемцы начался в новом здании. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В Нерюнгри работает комиссия во главе с министром экологии Якутии Сахамином Афанасьевым. На повестке дня экологическое состояние района и факты загрязнения рек в зоне деятельности добывающих компаний «Якут-Уголь» и «Колмар». Подробности в материале Ирины Кичигиной. Работа министра началась с совещания межведомственной комиссии по контролю проводимых мероприятий по устранению нарушений законодательства и снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятиями Нерюнгринского района с привлечением представителей общественности. Это уже третье совещание комиссии, основная работа которой была направлена на финансирование природоохранных мероприятий. Вот частный случай, Колмар. Что он сделал? За счет собственных средств построил водоочистную станцию «Шахта Форт». Вложились, это капитальное вложение, и в связи с этими действиями, то есть вводом в эксплуатацию нового очистительного сооружения, будет понижено негативное воздействие на водный объект. После совещания рабочая группа отправилась в ГОК Денисовский, где были осмотрены очистные сооружения и произведен отбор проб воды. Далее делегация осмотрела объекты строительства ГОК и Наглинский. Затем в Чульмане состоялось открытое совещание с участием общественности поселка, где было поднято много проблемных вопросов. Это прежде всего загрязнение реки Чульман, отсутствие очистных фильтров на ТЭЦ, вследствие чего идет прямой выброс сажи в атмосферу. Помимо прочего, еще был поднят вопрос об увеличении суммы штрафов для промышленных предприятий за сброс вредных загрязняющих веществ в водные объекты Нерюнгринского района. Я надеюсь на сотрудничество в этой области. У вас, наверное, больше юристов и специалистов. Потому что это невозможно. Мы 4 года бьемся, а как, не знаю, во что. Сахамин Миланович выразил готовность в продвижении внесения изменений в закон и ужесточения штрафов и попросил поддержки у представителей общественности. Все предложения были запротоколированы, а ряд из них предписаны к исполнению хозяйствующим организациям. Контроль по исполнению обязательств будет обеспечивать специальная комиссия по экологии, созванная из общественников, представителей власти и контролирующих органов. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Заречных и в центральных районах, которые наиболее пострадали от засухи, начался завоз корма для скота. По данным Минсельхоза региона, на сегодняшний день перевезено 30% от запланированного объема. В основном сено доставляют из Вилюйской группы районов. Всего до апреля должно быть завезено 18,5 тысяч тонн корма. На эти цели выделено финансирование из республиканского бюджета. Денежная поддержка направлена на возмещение расходов на перевозку. В связи с тем, что основной корм является грубые корма, сено. Основной напор делаем на сено, и финансирование будет в первую очередь идти на перевозку именно сена. И по остаточному принципу будем рассматривать заявки и по комбикормам. В 2020 году рекомендуемые цены Министерства сельского хозяйства утвердило, рекомендуемые, это 6 тысяч рублей за 1 тонну первого сорта сена
5000 рублей за второй сорт сена. И прошлогодний, ну, так называемый третий сорт, это 4000 рублей за 1 тонну. Минпросвещение изменило правила приема детей в школы. Теперь приносить заявления родители будущих первоклассников будут не с конца марта, как раньше, а с 1 февраля. Сократились и сроки зачисления ребенка в школу до 3 рабочих дней вместо 7. Эти изменения касаются семей, которые живут на территории школы и чьи дети имеют преимущество при зачислении. В первую очередь с 1 числа пойдут по территориальной закрепленности. Это включая льготную категорию и первоочередников, и будут подавать заявлять родители, у которых дети, старшие братья и сестры, учатся в этой школе. А 6 июля начинается уже на свободные места по незакрепленной территории. Запись лучше в центральные школы подавать, хотя законом разрешаются разные формы подачи заявлений. Рекомендуем заявление подавать через портал образовательных услуг, потому что особенно по 17-й, по классической гимназии, по 1 школе у нас классы забиваются в течение 15 минут. Обновленный навигатор востребованных профессий в Якутии до 2026 года опубликовало Агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике. Прогнозируется существенный рост занятости в отраслях строительства, транспорта и логистики, добычи угля, металлических руд и алмазов, а также добычи и переработка нефти и газа. Крупнейшими работодателями с большой потребностью в местных кадрах названы компании «Колмар», «Алроса», «Селекдар», «Эльгауголь», «Якутуголь», золотодобывающие компании «Полюс Алдан» и «Золото Селегдара», а также авиакомпания «Полярные авиалинии», «Железные дороги Якутии» и «Домостроительный комбинат». Мы проанализировали основных инвесторов, основных работодателей и выделили ряд ключевых отраслей, которые будут максимально развиваться. В основном эти профессии связаны с средним профессиональным образованием. К примеру, это обогащение полезных ископаемых, и профессии связаны с электричеством, электрооборудованием, допустим, техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.